Здравствуйте! В эфире выпуск новостей на телеканале Челны ТВ. В студии Семен Тимофеев. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Челнинцы просят обеспечить доступ к игровым элементам. Детскую площадку в 62-м комплексе оградили забором. Не лестницы, а горки. Челнинцы жалуются на состояние мостов и подземок. В городе устанавливают новогодние елки. Когда завершатся работы на площади Азатлык? Мы уходим, вы остаетесь. Татарский драматический театр вновь порадует горожан премьерой. Детскую площадку оградили забором. С такой жалобой на нашу горячую линию обратились жители 62-го комплекса. По словам горожан, детская площадка их дома располагается на территории школы. Недавно в учебном заведении поменяли забор, и местные жители потеряли доступ к игровым элементам. Наша съемочная группа разбиралась в ситуации. Несколько лет назад, когда сдавали дом 6201А, застройщики установили детскую площадку на территории школы номер 56. Других мест для этой цели в округе просто нет, говорит председатель местного территориального самоуправления. Если мы подойдем с вами к дому и посмотрим, или, может быть, проезжали, вы видели, что там абсолютно негде построить детскую площадку. Но, видимо, условия были таковы при сдаче дома, что детская площадка должна быть. И, как я уже говорила, что этот вопрос решался, я не знаю где. Годами такая ситуация не мешала никому. На детской площадке играли как школьники, так и местная детвора. Родители с малышами проходили через ворота, которые были всегда открыты здесь же, возле площадки. Но недавно забор поменяли, и теперь вход почти всегда закрыт. Вот эта маленькая площадка с качелями, с этой горкой, они, потому что, во-первых, в близости от домов, то есть все могут зайти, выйти. И теперь же, чтобы сюда зайти, им максимум нужно обходить всю территорию школы и заходить только с главного входа. И то там, если он будет открыт. Сейчас как бы испытывают неудобства только из-за того, что вот эти ворота закрыты. В чем суть, в чем выигрыш этого закрытия, я лично пока сам не понимаю. Территория школы номер 56 – это практически единственное место, где местные жители могут отдохнуть, позаниматься спортом или просто погулять, говорят горожане. Других площадок в комплексе нет. На территории школы сконцентрирована, как говорили нам депутаты и все муниципальных школ, вся жизнь жителей комплексов. Спортзалы школьные, площадки школьные, спортивные, территории школы для прогулок. И было ведь удобно, если вот здесь кто-то хулиганил, так они и здесь хулиганят. На ночь, пожалуйста, закрывайте. Челнинцы переживают из-за детей, которые идут домой по привычному пути, и новый забор не является для них препятствием. Я, может быть, по технике безопасности согласна, что здесь нужно закрывать, потому что вечернее время, например, здесь собираются люди асоциального характера. Здесь бывало выпивало на детской площадке. Вечером, да, но с утра, вот, например, я смотрю, утром открывают, потом они закрывают. Но дети в обеденное время, когда идут со школы, здесь не открывают. И я пару раз видела, как дети, вот в частности, вот здесь перелезают через забор, идут домой. Новый забор по периметру школы установили в связи с новыми требованиями безопасности, пояснила директор учебного заведения. И ворота закрыли по тем же соображениям. Они у нас открыты с 7:30 до 8:15, 8:30 вот временами. Мы запускаем детей, запускаем своих учащихся, и потом те вот задние все калитки закрываем. Это террористическая безопасность. Передняя калитка, она открыта в течение учебного дня, она открыта до 9 вечера, потому что есть у нас и вторая смена, есть у нас еще дополнительные занятия. Поэтому эта калитка полностью осматривается камерами безопасности. На территории учебного заведения также располагается каток, где зимой проводили время как взрослые, так и дети. Как отметила директор школы, он по-прежнему будет доступен всем желающим, но попасть на него можно будет лишь через центральный вход, а на месте организуют охрану. Валерия Новожилова, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. Зимние проблемы начались. Челнинцы жалуются на состояние лестниц. По словам горожан, ступени не чистят, из-за чего они полностью скрываются под наледью, превращаясь в опасные горки. Наша съемочная группа проехала по проблемным местам. В социальных сетях горожане начали выкладывать фотографии опасных лестниц. В частности, люди пожаловались на ступени в 17-м комплексе. На сообщения в интернете, вероятно, отреагировали. Во время съемки нашего сюжета сотрудники МУПАД уже завершали работы по очистке. Какие работы? Вот только эта лестница. Как снег идет, так и все. Сюда отправляется.
Проблема с этой лестницей появляется ежегодно, говорят челнинцы, как и в принципе по городу. На мостах, подземках, зданиях дворники чистят регулярно, но не так часто, как хотелось бы. Ну, может быть, чистят, но, наверное, не всегда успевают. Тоже ведь, понимаете, вон, кто у нас чистит? Люди все зрелого возраста. Молодежь-то не идет, зарплата маленькая. Не могу претензий сказать, потому что всегда вижу, что чистят и утром, и вечером. Но самые опасные лестницы в подземных пешеходных переходах, говорят челнинцы. Чтобы спускаться, нужно обязательно держаться за холодные железные поручни, иначе очень легко подскользнуться и упасть. Достаточно толстый слой наледи, и лестница превращается практически в горку. Одна из самых проблемных – подземка на остановке райисполком. Каждый год спуститься и подняться здесь настоящий квест. Падения на этих лестницах далеко не редкость. Падение видела. Мужчина один раз вообще навзничь упал. Головой вниз прям. Карабкаешься, как вообще я не знаю. Тут же можно упасть, разбиться и все. Когда чистить будут, да? Подняться невозможно даже. Вот я 67 лет, я старик. Как я подниматься буду? Во время нашего приезда на месте также работал сотрудник МУПАД. Один. Коллеги на дороге чистят. А вам всю подземку надо одному почистить? Да, естественно, вот мне надо вот это за день почистить. А сколько времени у вас это занимает? Типа 2,5 часа. На хотят. одну лестницу? Да, вот так, подземку за 2,5 хотят. Это они хотят так. Такими темпами на очистку городских лестниц потребуется очень много времени. Правда, дворники, работающие в 17-м комплексе, нам пообещали, что как только завершат работы там, поедут на райисполком помогать одинокому коллеге. Валерия Новожилова, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. С 22 по 27 ноября свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. Улица УТЦ Грин, остановка Глобус. Вы смотрите новости на телеканале Челны ТВ, и мы продолжаем. В городе устанавливают новогодние елки. На прошлой неделе работы начались в парке поселка Сидоровка. Как правило, ее устанавливают первой, чтобы она встречала всех заезжающих в город. Также работы начались в поселке Зябь и на площади Азатлык. Арина Аразова продолжит тему. 30 метров. Именно такой высоты будет новогодняя красавица в этом году. Подготавливать площадь Азатлык к предстоящему празднику начали еще в понедельник. Расчистили территорию, установили постамент. Кроме того, сотрудниками МУПАД ведется активная работа по сборке каркаса для будущей ели. Подготовительные работы на площади Азатлык уже ведутся. В этом году будет несколько иная концепция. Появятся новые световые фигуры и арки. Обязательно будет представлен символ предстоящего года – тигр. В ближайшее время челнинцы увидят преобразование. Челнинцы с нетерпением ждут открытия новогодней красавицы и уже сами начали готовиться к предстоящим праздникам. Готовимся, да, вот пойду в магазин, что-нибудь куплю к Новому году. С мужем, с внуками обязательно. А как же не посетить обязательно? Может, какие-то новые украшения будут. Тоже интересно посмотреть. У меня внучка в садике работает. В садике вот делаю дедушку и Матрёну, Марфушу. Вот хочешь, не хочешь, надо. Поэтому дома еще некогда убираться к Новому году. Это пожилым людям украшение. Так тебя елку установят по старой привычке. В основном детям. В этом году главная новогодняя красавица города станет еще ярче. К уже имеющимся огонькам гирлянды добавят новые. Установку елки планируют завершить 10 декабря. Арина Аразова, Айдар Мусин, Кирилл Хабзейн. Новости Челны ТВ. Молодой Габдулла Тукай. Семья миллионера Акчуриных и не только. Татарский драматический театр вновь порадует горожан. Труппа репетирует спектакль «Мы уходим, вы остаетесь». По пьесе известного драматурга Туфана Миннуллина в режиссуре художественного руководителя Олега Кинзиагулова. Лилия Гатина одной из первых увидела постановку. В жизни Габдуллы Тукая, прожившего всего 27 лет, много загадок. Известный драматург Туфан Миннуллин отразил в пьесе отдельные события из его жизни. Например, как в 1909 году юный поэт гостил в Сибирской губернии у фабрикантов Акчуриных. По словам главных актеров постановки, они вживались в роли не один день. Нельзя загубить то, что там заложено по истории и по драматургу. И в то же время
то же время надо все это раскрыть, и надо в течение 2 часов это все пережить и передать зрителю, для того, чтобы положить уют, чтобы тот человек, который посмотрит спектакль, уходил не пустым. Мнения об отношении Тукая к богатым довольно противоречивы. Некоторыми критиками он расценивался как поэт, любивший высмеивать богачей. Но как тогда объяснить визит к знаменитому капиталисту-миллионеру Акчурину? В спектакле «Мы уходим, вы остаетесь». Роль Габдуллы Тукая исполняет молодой актер татарского драмтеатра Фирдус Сафин. Сложность, во-первых, в тексте. Там, текст очень такой, тяжелый. Древний такой. Мне, эта роль очень понравилась, так сказать. Она такая бунтарская, такая, молодая кровь. В рамках Года родных языков и народного единства пьеса «Мы уходим, вы остаетесь» была выбрана неспроста, отметил художественный руководитель театра. По замыслу Олега Кинзягулова предыдущие спектакли связаны между собой. В произведении Еш Юраклера акцент поставлен на фольклор. Про людей, покинувших родную землю, рассказывается в спектакле «Капка». А постановка «Мы уходим, вы остаетесь» о том, что человек может потерять все. Мне эта пьеса очень дорога, потому что еще когда учился, мы с Фаритом Равкатовичем Бекчентаевым, то есть делали какие-то отрывки, там со студентами этюды придумывали. То есть он как-то остался здесь жить. Посмотреть премьеру челнинцы могут 24 и 25 ноября. Лилия Гатина, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. Многие челнинцы уже открыли лыжный сезон. В городе ежедневно идет снег, и это благоприятно сказалось на подготовке трассы. Спортсмены и любители лыжных прогулок с удовольствием приезжают в парк Прибрежный. Руслан Бекмухаметов узнал, как челнинцы оценивают новую трассу. Устоялась довольно морозная погода, и уже можно спокойно выходить кататься на лыжах. Но стоит отметить, что снега, конечно, уже много, вы можете видеть, сколько его. Но еще уровень не настолько большой, чтобы можно было нарезать лыжню. То есть пока что можно кататься только коньковым видом. По нашим наблюдениям уже достаточно много лыжников выходит, человек 20-30. Но все еще впереди, говорит тренер. Сейчас самое главное, чтобы уже сделанную трассу не портили пешеходы. Снега пока маловато, но мы утоптали, бураном проехали. Единственное, нас мучают, пешеходы и товарищи на тюбингах. Сними сразу, пожалуйста. Потому что ходят, утаптывают нам лыжную трассу, и самое главное, у нас там бугорки есть, которые мы насыпали для того, чтобы маленьких детей учить с горки кататься. Они укатывают до такой степени на тюбингах, что дети не могут спуститься, лыжи разъезжаются. Только прорежем, опять взяли раскатали. Парк Прибрежный традиционно собирает не только лыжников и спортсменов, но и любителей скандинавской ходьбы, тюбингов, санок и просто гуляющих. Лыжники просят не портить только сделанную трассу. Сегодня уже комфортно кататься? Не скользко? Отлично. Всю трассу уже объехали? Нет, еще с дома вышел, 10 часов вышел, только еще продолжаю, 50:02 живу там, оттуда. А пробежка у вас сколько по времени обычно занимает? Я не меряю, не так сильно, конечно. Уже 70 лет, все-таки не 16, не 18. На ровном месте еще можно ходить, а на горках очень скользко. То есть еще не до конца комфортно кататься? Нет. А вы сегодня первый раз вышли на лыжи? Я первый раз, но я долго уже, много лет катаюсь. Люблю лыжи. В парке Прибрежный ежегодно проводятся соревнования по лыжным гонкам. Первые состоятся совсем скоро, 5 декабря. По словам тренера, для полноценной трассы им не хватает спуска. Свои идеи по его созданию на месте карьеры Геннадий Шеблов уже предлагал на встрече населения с депутатами. Однако решение так и не приняли. Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. А мы продолжаем викторину. Принять участие в нашем розыгрыше очень просто. Все, что для этого нужно, смотреть выпуски новостей на канале Челны ТВ. На протяжении недели каждый день ведущий будет задавать всего один вопрос, а в пятницу после финального вопроса необходимо отправить все 5 ответов одним сообщением на наш номер в WhatsApp 8 939 311 31 31. Повторы выпусков можно найти на нашем YouTube-канале. Ответы принимаются до понедельника. Именно в этот день мы и назовем первого, кто правильно ответил на все вопросы. На этой неделе мы разыгрываем сертификат в пиццерию. Всем удачи! Итак, вопрос номер 3. Кто написал произведение Евгений Онегин?
Чавыча, палтус, белорыбица, корюшка, тунец и, конечно, красная икра. Перед этими деликатесами не устоит даже самый искушенный гурман. Многообразие изысканных морепродуктов можно оценить на ярмарке «Икра и рыба Камчатки». Как известно, Камчатка славится разнообразием рыбной продукции. Изысканные деликатесы теперь можно приобрести в Набережных Челнах. На ярмарку «Икра и рыбы Камчатки» поступает только свежая продукция. Ассортимент насчитывает более 36 видов деликатесов горячего и холодного копчения. Есть таймень, есть клыкач у нас новинка, палтус, угорь даже есть. Корешка, большой выбор. Икра, очень хорошая икра, новый улов, зернистая, слабосоленая. Это чавыча, царица лососевых рыб, хит продаж у нас. Это морская дикая рыба, не выращиванная, очень полезная, очень вкусная, нежное мясо, прям тает во рту. Ярмарка «Икра и рыба Камчатки» в Набережные Челны приезжает не в первый раз. Именно поэтому, несмотря на рабочее время, у прилавков очередь. Больше всего горожанам полюбились чавыча, белорыбица и, конечно, красная икра. Специально за икрой и за омуль. Мне очень омуль понравился. Мы выросли без рыбы. Вот обедаем обязательно картошечка и рыба. Поэтому рыбу я обожаю. Детки придут, внучата придут. Будем пробовать. Если понравится, еще придем. А какую рыбу сегодня взяли? Чебычу. А почему вы предпочитаете рыбку? Душа просит что-то. Душа просит иногда. Не каждый же день ее. Все сегодня с вечером соберутся, я возьму, всех угощу. Приобрести деликатесы с Камчатки можно до 27 ноября включительно. Ярмарка-выставка работает ежедневно за торговым центром «Грин». А я напоминаю, в городе продолжается вакцинация от COVID-19. Сделай прививку от коронавируса. Это просто. А сейчас вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него вашему вниманию новости на татарском языке.